В эфире итоговая программа новостей. Расскажем о главных событиях уходящего вторника. В студии Василий Радченко. Здравствуйте. Смотрите в программе. Пока предупреждение, но после последуют штрафы. В Якутске проверяют соблюдение масочного режима в автобусах. Благодаря поддержке промышленных компаний в Алдане заработала современная лаборатория по диагностике COVID-19. Обновленное медучреждение заработало и в Ленске. Там торжественно открыли современное реанимационное отделение. Спорт и дополнительное образование оживляются в Якутии. Учреждения заработали, но с некоторыми условиями. 34 тысячи рабочих мест и снижение безработицы до 5,5%. В регионе утвердили программу по борьбе с бедностью на ближайшие 10 лет. А в Нерюнгри открыли новый сервис «Дикий кемпинг» – тур на природе. По мнению организаторов, будет востребован в условиях ограничений. Коэффициент распространения коронавируса в России держится на отметке 1,7. В 3 регионах с наибольшим числом заболевших коэффициент равен единице. Это Воронежская область, Красноярский край, а также Нижегородская область. В остальных показатель выше этой отметки. Коэффициент распространения показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной. Глава Якутии обозначил первоочередные меры по борьбе с COVID-19 в районах региона. Сообщается, что за прошлую неделю прирост составил 17,4%. По городу Якутску это 21,6%. Айсан Николаев отметил, что на сегодняшний день одной из главных задач остается снижение количества тяжелых случаев заболевания и летальности. Главной задачей глав районов является создание необходимых условий для работы стационаров. Остается актуальным обеспечение лекарственными препаратами муниципальных и частных аптек в районах Якутии. Глава региона озвучил, что авиасообщением в районы в приоритетном порядке будут доставлены и противогриппозные вакцины. После их доставки в районы до 1 декабря планируется полностью завершить кампанию по вакцинации населения. Выявлено 220 новых случаев COVID-19 по Якутии за последние сутки. Такова информация оперативного штаба региона. Из них в Якутске 126 заболевших, Вилюйский и Мирнинский районы по 8 случаев, Алданский и Мегино-Кангаласский по 6, Нерюнгринский 5. Во многих других районах от 1 до 4 случаев. Летальных исходов от COVID-19 за последние сутки 3. Лабораториями республики проведено почти 3500 исследований на коронавирус. Необходимо также обратить внимание, что вчера было подписано новое постановление санитарного врача Российской Федерации, в котором были учтены предложения главы Республики Саха-Якутия, направленные на ускорение получения тестов на ковид в отдаленных и труднодоступных местностях. В связи с тем, что в постановлении главного санитарного врача появились иные возможности тестирования помимо ПЦР, тестирования иными способами. Соответственно, сегодня дано поручение в дальнейшем нашим, особенно арктическим районам, для того, чтобы обеспечить быстрое выявление самой инфекции и определение в последующем при постановке диагноза. Дано поручение нашим районам продолжить закупку этих тестов ИФА по системе ИФА и по ИХА. Соответственно, на настоящий момент 14 муниципальных образований эти тесты уже закупили. Эта работа начата. И, соответственно, такая же установка дана и всем остальным районам республики. В республике возобновляют и работу организации дополнительного образования. Завершились осенние каникулы для школьников. Со вчерашнего дня начали работу все 649 школ. 11% из них обучают детей в дистанционном формате. При этом общая установка для муниципальных образований такая, что, исходя из эпидситуации, каждое учреждение самостоятельно выбирает форму обучения. Либо это с посещением школы, либо это проведение каких-то предметов дистанционной формы, либо полностью перевод школ в дистанционную форму обучения. У нас были длительные каникулы, 14-дневные каникулы по всей республике, и, соответственно, мы ожидали снижения активности среди детей и учителей, но, к сожалению, мы не наблюдаем пока
снижение заболеваемости как у детей, так и у работников образования. Ежедневно выявляются по 30, по 40 заболевших детей у общеобразовательных организациях и, соответственно, столько же работников образования. Тотальный контроль. В столице региона массово начали проверять пассажиров автобусов на соблюдение масочного режима в общественном транспорте. Вместе с админкомиссией в рейде побывал Дмитрий Тымыров. Пожалуйста, уважаемые пассажиры, одеваем маску. Сегодня к тотальной проверке подверглись все маршрутные автобусы, проезжающие через проспект Ленина. Это второй день рейдовых мероприятий административной комиссии. Вчера специалистами административной комиссии были проведены рейдовые мероприятия по контролю соблюдения масочного режима пассажирами маршрутных автобусов города Якутска, в которых находились 267 пассажиров, из которых только 4 пассажира не соблюдали масочный режим, в отношении которых были проведены профилактические беседы. По словам водителей общественного транспорта, многие жители и гости столицы соблюдают масочный режим. Этот показатель на сегодня вырос до 80% по сравнению с предыдущими месяцами. Контроль по соблюдению масочного режима придерживаются не только сами водители, но и кондуктора. Людей без масок они не пускают. Масочный режим в общественном транспорте все соблюдают? Нет, мы всех предупреждаем заранее, чтобы одевали маски, а так все соблюдают большинство. А информационные листы у вас есть? Да, вот прям висит вот при входе вот. Обязательное требование для всех водителей автобусов – это наличие информационного стенда о том, что граждан без масок в общественный транспорт не пускают. Административная комиссия на этом пункте делает особый контроль. В случае отсутствия такого листа маршрут будут снимать с рейса. Между тем, сами же пассажиры согласны с тем, что такие требования контролируются со стороны надзорных органов. Только так можно победить коварный вирус. Ну, должны штрафовать, если сейчас обязательное требование, конечно. А вы маски всегда с собой носите? Мы, если в общественных местах, то всегда носим. Ну а если вдруг забыли, то в этом случае как выходите из ситуации? Ну, как-то ситуации, наверное, выйдем, вот шарфик или чем-нибудь прикроемся. А вот когда вы видите людей без маски, вы какие-то замечания делаете в отношении водителей? Как водители соблюдают вот этот режим, просят? Ну, я не так часто езжу, такого случая не было. Вы заходите в общественный транспорт, водитель вам говорит, надевайте маску? Да, кондуктора, водители очень внимательные. Иногда даже чересчур слишком. Пока специалисты административной комиссии проводят профилактические беседы с гражданами без применения штрафных санкций, но уже буквально на днях к ним присоединятся и сотрудники правоохранительных органов. Тогда меры будут ужесточены, в отношении нарушителей будут применены административные штрафы от 1 тысячи рублей до 30 тысяч. Так что уважайте не только себя, но и водителей транспортных средств. Носите защитные маски, берегите себя и окружающих. Дмитрий Тымыров, Семен Семенов, Якутск. Благодаря поддержке промышленных компаний в Алдане действует современная лаборатория по диагностике COVID-19 с правом принятия окончательного решения. О ее работе готов рассказать Руслан Павлов. В борьбе с COVID-19 компания «Полюс Алдан» не только принимает все меры по профилактике на производстве, но и активно поддерживает жителей Алданского района. Так, местному здравоохранению передано 6 аппаратов искусственной вентиляции легких и другая необходимая медтехника. Совместно с оперативным штабом в Алдане создана и успешно работает лаборатория по диагностике COVID. Они сделали все возможное для того, чтобы мы имели здесь на месте лабораторию, оснащенную современными методами анализов, в том числе экспресс-тесты, в том числе свабы и все, что необходимо для подготовки персонала. Приглашали видных деятелей науки, которые откорректировали, скажем так, работу здесь на месте, в том числе разделение по точности и все остальное. То есть, по факту, благодаря «Полюс Алдан» мы имеем такую хорошую современную лабораторию, результаты которой, полученные результаты, нет необходимости где-либо подтверждать. В «Полюс Алдан» проводятся регулярные медицинские осмотры, круглосуточный мониторинг ситуации по распространению коронавируса, информирование работников. Обеспечивается запас дезинфицирующих средств, бесконтактных термометров, средств индивидуальной защиты. Дефицита в оборудовании, в средств защиты в СИЗах нет. Мы имеем резервы на 2-3 месяца вперед и помогаем также району, помогаем детским садам, школам,
в принципе, всем, кто к нам обращается. И самое главное, что был отклик от самого коллектива. Внутри коллектива мы даже на первом этапе, когда еще не имели там серьезных бактерицидных ламп, каких-то там оборудования для дезинфекции, люди своими руками изготавливали какие-то приборы, находя чертежи в интернете и все остальное. Сегодня, конечно, эти вопросы уже решены. На сегодняшний день в Полюс Алдан есть все необходимое, чтобы активно противостоять и бороться с ковид. В готовности изоляторы для работников с признаками заболеваний и контактных лиц, обсерваторы с возможностью исполнения трудовых обязанностей. Ведется ежедневный медицинский контроль за состоянием здоровья работников, находящихся на обсервации на больничном с признаком ОРВИ. Дезинфекционные мероприятия проводятся повсеместно, как на производстве, так и в помощь муниципальному образованию поселок Нижний Куранах. Руслан Павлов, Александр Лукин, Алданский район, Нижний Куранах. В Ленске после ремонта торжественно открыто реанимационное отделение. Это стало возможным благодаря действию в районе программы поддержки здравоохранения. В ее рамках Ленской ЦРБ из районного бюджета ежегодно выделяется 29 миллионов рублей. В этом году на эти средства было решено приобрести новое современное оборудование для реанимации. Это 6 аппаратов ИВЛ, 6 современных функциональных реанимационных кроватей, мониторы для слежения за тяжелобольными, кислородные концентраторы, аппараты УЗИ и передвижной рентгенный аппарат. Ну и уже за это время, практически вот с момента открытия, монтажа вот этого всего оборудования медицинского, у нас, в принципе, уже прошло немало пациентов. И выписаны они практически в удовлетворительном состоянии. Да, мы поработали на этом медоборудовании. Оборудование себя хорошо показало. Свыше 436 тысяч якутян получили прививки против гриппа. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. По данным лабораторного мониторинга, в Якутии преобладают вирусы парагриппа, аденовирусы и РЦ-вирусы. Управление напоминает о необходимости соблюдения мер профилактики. Ситуация с заболеваемостью в регионе находится на контроле ведомства. В Якутии оживляется тренировочный процесс спортсменов. Документ о внесении изменений в указ главы подписан минувшим днем и касается возобновления программ доп. Образования и спортивной подготовки. Ульяна Шагина побывала на спортивных объектах столицы и узнала, насколько они готовы работать по новым правилам. Для масс-рестлера Арчима Папагая открытие тренировочного зала – долгожданное событие. Уже несколько месяцев именитым спортсменам приходилось поддерживать форму в домашних условиях. Теперь же зал открыт, но придется придерживаться определенных условий. Каждое утро санитарная обработка рук, термометрия тела, маски снимают только при входе в зал. Раньше мы тренировались дома и где угодно, а сейчас уже идет полноценная тренировка в нашем зале. И сейчас подготовка к чемпионату России идет. Вот в начале декабря в городе Кабардино, Болгария. Напомним, с августа были открыты только фитнес-клубы и тренажерные залы для населения. Основная масса имела возможность заниматься на уличных стадионах. Теперь же залы, открытые и для профессиональных спортсменов, возобновляют работу и ДЮСШ. Работают детско-юношеские спортивные школы, дополнительное образование, муниципальных образований. Они также начинают занятия, секции по видам спорта для наших юных спортсменов. Хоккеисты и шорт-трекисты впервые за 8 месяцев вступили на лед. Пандемия внесла свои коррективы. Многие спортивные соревнования были отменены. Чтобы не терять форму, проводились сухие тренировки. Со вчерашнего дня как будто заново уже привыкаем к конькам. Не сдаемся, дальше будем работать. В волейболе на лед выйдут только спортсмены. Это сборные команды, также малыши от 7 лет и старше, которым тренировки также важны. Массовые катания пока не разрешили. По новым правилам занятия будут проходить из расчета 4 квадратных метра на человека. А залы должны быть заполнены лишь наполовину. Соблюдаем все условия, выпустили свое положение согласно методическим рекомендациям в пандемию проведения занятий, но стараемся все соблюдать. В бассейне Чолбон возобновились заплывы не только для спортсменов, но и для населения. Правда, народу, как раньше, много не будет. По правилам на одного человека здесь должно быть не менее 5 квадратных метров пространства. А это значит, количество одновременно прибывающих сократилось вдвое. Бассейн будет с завтрашнего дня работать с 8 часов утра до 9 вечера. Поэтому, кроме спортивных тренировок, мы
Постараемся выделить время для массового плавания. И на выходные дни мы разрешим детей вместе с родителями. Для спортсменов открытие зала – важный шаг. Все надеются, что волна инфекции спадет и начнутся многие отмененные в этом году турниры. Ближайшие из них – чемпионат России по боксу в Оренбурге в конце ноября, в декабре – Кубок мира по вольной борьбе в Белгороде. У спортсменов еще есть шанс догнать своих соперников. Ульяна Шагина, Павел Пахомов, Якутск. Сейчас небольшая реклама и смотрите далее в программе. 34 тысячи рабочих мест и снижение безработицы до 5,5%. В регионе утвердили программу по борьбе с бедностью на ближайшие 10 лет. А в Нерюнгри открыли новый сервис «Дикий кемпинг». Тур на природе, по мнению организаторов, будет востребован и в условиях ограничений. Дня. Продолжаем программу. В Якутии утвердили программу по борьбе с бедностью на 2020-2030 годы. Власть региона планирует снизить ее до 5,4%. Для этого в республике создадут около 34 тысяч рабочих мест. С учетом федерального софинансирования предусмотрено расширение направлений оказания государственной социальной помощи. По итогам проведения проекта в пилотных районах республики будет внедрена система социального сопровождения малоимущих семей. Всего на реализацию программы в 2020 году предусмотрено 22,7 миллиарда рублей. Ежегодно будет приниматься детальный план-график реализации региональной программы на плановый период. Количество ДТП в Якутии снизилось на 12,7% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил первый зампред правительства Якутии Алексей Колодезников на заседании правительственной комиссии. Если за 10 месяцев прошлого года произошло 707 ДТП, то в этом году 619. Алексей Колодезников сообщил, что при этом увеличилось количество погибших. В прошлом году в результате аварии погибло 73 человека, в этом году на 5 человек больше. Между тем на 15% снизилось количество раненых. Сейчас у нас идет такой период, когда переправы еще не открыты. И погодные условия такие, что, по всей видимости, открытие будет смещаться. Мы уже на прошлой неделе имели инцидент, когда машина ушла под воду, водитель с места происшествия ушел. Несмотря на то, что выезд на лед категорически запрещен, многие игнорируют эти правила. Автовладельцы, рискуя жизнью своей и пассажиров, ежедневно совершают переезд по ледовой переправе Хатас-Павловск, а жители протоптали народную тропу через реку. Специалисты службы спасения Якутии проводят профилактические рейды на водных объектах, а также доводят до сведения граждан информацию об административной ответственности в случае выявления нарушений. В минувшие выходные дни провалилась машина. К счастью, обошлось без жертв. Вот. Повезло на этот раз. Но все может закончиться трагически. Поэтому необходимо строго, неукоснительно соблюдать все меры безопасности. Категорически запрещается и крайне опасно для жизни сейчас выезд на неокрепший лед во избежание провалов и чтобы не было человеческих жертв. Как ведется преподавание родных языков в школах страны? Сегодня в Якутске прошло заседание межведомственной рабочей группы по вопросам координации мер поддержки образования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России. Как отметили участники, проблемы с качественным преподаванием связаны с нехваткой учебников и пособий для учителей. Также в малокомплектных школах у преподавателей низкая заработная плата. Между тем, принято решение о создании Федерального института преподавания родных языков. Прежде всего создан институт, который у нас, собственно говоря, был одним из структурных подразделений. Сейчас этот институт родных языков будет федеральным, и там будет сосредоточена вся работа по поддержке родных языков, в том числе языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, в который войдет как структурное подразделение и институт Саха-Якутии, институт национальных школ Саха-Якутии, который в том числе будет заниматься и проблематикой коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока. Это прежде всего и лаборатория кочевых школ, которая была и будет она существовать, и выпущены методические рекомендации по обучению детей, которые вместе с родителями ведут кочевой и полукочевой образ жизни. Международный день недоношенных детей ежегодно отмечают 17 ноября по всему миру. Его цель – повысить осведомленность о преждевременных родах и привлечь внимание к проблемам недоношенных детей и их семей. Сюжет Полины Долинской. Мама для недоношенного слабого младенца куда сильнее капельниц и уколов. От этих прикосновений крошечному Жене становится легче. Малыш родился с маленьким весом и не мог самостоятельно дышать. Почти 2 месяца врачи Республиканской клинической больницы выхаживали малютку. Но даже супертехнологии не могут заменить заботу матери. На ранних сроках мне уже поставили гипертоническую болезнь, то есть повышение артериального давления. То есть вероятность всего, что возможно будет срочное раннее родоразрешение. То есть на протяжении всей беременности, получается, было давление, то есть врачи боролись как могли, ну все-таки не получилось доносить. На 30-й неделе мой торопышка Женя появился на свет весом килограмм 20 грамм. Скоро молодую маму ждет выписка, и она вместе с малышом вернется в родной город Алекминск, где их ждут папа и старший брат с сестрой. Ежегодно в России на свет появляется около 100 тысяч недоношенных детей. Такие дети чаще всего страдают от различных видов физической и неврологической инвалидности или испытывают проблемы с обучением. Врачи уверены, если ребенок родился, он должен жить, а их задача – помочь ему в этом. К нам поступают дети в тяжелом состоянии из родового зала, дети недоношенные с массой тела от 500 грамм. Они поступают к нам в основном на искусственную вентиляцию легких, да, и требуют дальнейшей стабилизации, дальнейшего лечения в условиях реанимации именно. Здесь им оказывается квалифицированная помощь, они у нас выхаживаются. В отделении реанимации новорожденные недоношенные малыши могут проводить до 2 месяцев. Все это время они находятся в инкубаторе, подключенной к аппарату искусственной вентиляции легких. После полной стабилизации их состояния здоровья детей переводят в отделение неонатологии. Наша цель – это не просто, чтобы ребенок выжил, а чтобы у него был недоношенный ребенок, а чтобы у него было качество жизни потом, то есть он чтобы не отличался от больших детей рожденных, от своих сверстников, то есть чтобы он также мог ходить, видеть, слышать. Основная это наша цель, это качество недоношенного ребенка, качественная жизнь недоношенного ребенка в дальнейшем. Детишки, рожденные с малым весом, особая категория пациентов, поэтому даже после выписки врачи продолжают за ним наблюдение, отличное от других детей. Вот уже 2 года в Республиканской клинической больнице работает отделение детской поликлиники, где наблюдаются дети со всей республики. После выписки из стационара дети уже поступают в наше отделение. Мы здесь наблюдаем детей уже до 3 лет. Занимаемся динамическим наблюдением и восстановительным лечением. В поликлинике есть все необходимые специалисты – педиатр, кардиолог, офтальмолог, невролог и другие. Кроме профилактических наблюдений, с детьми проводится реабилитационная терапия, массаж и лечебно-профилактическая физкультура. Поддержка врачей и специалистов – несомненно важная составляющая в развитии недоношенного ребенка. Но самым чудодейственным способом исцеляет материнская любовь. Полина Долинская, Владимир Павлов, Якутск. Новый сервис «Дикий кемпинг» открыли в Нерюнгре. Гастрономический тур на природе, по мнению организаторов, будет востребован, тем более в условиях ограничений. На открытии побывал наш корреспондент Сергей Козюра. Дикий кемпинг! Сезон пикников на природе стал круглогодичным. Нерюнгринские энтузиасты и любители активного отдыха запустили проект «Дикий кемпинг». И теперь у жителей и гостей южной столицы появилась возможность весело и с пользой провести время на свежем воздухе. Мы решили организовать для людей именно такой вид отдыха – дикий кемпинг. То есть есть возможность у людей отдохнуть на свежем воздухе, уединиться с природой, погулять по лесу, подышать свежим воздухом. Это для здоровья полезно
и как бы для души. Помимо игр и развлечений, вам предложат авторские блюда от шеф-повара, приготовленные на костре. Ну а если одного дня вам покажется мало, организаторы позаботились и об этом, установив просторные теплые палатки и обустроив спальные места. Безусловно, надо отдыхать, надо выходить постоянно, надо чаще делать выходы на природу, в тайгу. Мы живем, в принципе, здесь, в тайге. Она рядом с нами, не надо этого стесняться. Просто не большими группами, скажем так, там не устраивать там свадьбы или еще что-то, юбилей. Но, тем не менее, семьями, по крайней мере, надо выезжать постоянно в тайгу дышать. Это же природа, здесь красивая, здесь дышится по-другому. В наше непростое время данный вид отдыха можно смело отнести к наиболее безопасному, потому как и работники здравоохранения рекомендуют проводить больше времени на свежем воздухе. Сергей Козюра, Нерюнгри. Это были главные события вторника. Наш телеканал продолжит следить за новостями. Не забывайте носить маски, дезинфицировать руки и держать социальную дистанцию. Спасибо за внимание. До свидания.